Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы с вами поделиться оригинальным рецептом булочек, точнее сказать, с оригинальным оформлением. Это турецкие булочки под названием сакала поча, с перевода означает бородатые булочки, либо бородатые выпечки. Друзья, действительно, они у нас бородатые, одни с белой бородой, другие с зеленой. Такие необычные булочки получаются, друзья. Давайте уже приступим к приготовлению. И поехали! Для этого нам понадобится теплое молоко. У меня стакан молока. Я добавляю 2 столовые ложки сахара. Немножечко ложечкой перемешаю. Затем добавляю 1 чайную ложку с горкой быстро растворимых дрожжей, друзья. И сейчас я буду закрывать ее крышкой и оставлю на 10 минут, чтобы наши дрожжи немножечко поднялись. Пара должна получиться. Друзья, прошло ровно 10 минут. Давайте откроем крышку, посмотрим. Посмотрите, дрожжи растворились, уже немножко появляются такие вот пузырьки мелкие. Возможно, на видео не видно, но думаю, вы поняли. Дальше добавляем пол чайной ложки соли. Добавляем полстакана подсолнечного масла. Сюда же добавляю 1 стакан кефира, можно ряженку, можно натуральный йогурт какой-нибудь. Но у меня вот именно кефир. Дальше, друзья, добавляю 2 белка от 2 яиц. Я отделила белок от желтка. Белок я добавила в тесто, получается, а желток я буду добавлять уже, желтком я буду уже смазывать поверх булочек. Дальше, друзья, добавляем нашу муку. У меня муки примерно 5-5,5 стаканов муки ушло. Сначала добавляю, буду сначала мешать ложкой, дальше уже буду постепенно замешивать рукой. Должны месить очень хорошо, чтобы не было комков. Так булочка у нас получится более воздушной, хорошо поднимется, так что хорошенько должны замесить, друзья, посмотрите, таким вот образом рукой. Друзья, тесто должно получиться эластичным, мягким. Посмотрите, немножечко он будет прилипать к руке, но ничего страшного. В целом тесто должно быть мягким, эластичным, однородным. Посмотрите, вот такое тесто у нас получается. Я закрываю крышкой, друзья, и будем ждать час, пока наше тесто должно подняться, друзья. А так как это лето, я просто прикрыла полотенчиком и поставила возле окна на солнышко. Если это зима, можете укутать чем-нибудь теплым и поставить возле батареи. Друзья, у нас подошло время, час времени, получается, мы подождали, наше тесто поднялось, смотрите. И дальше формирую вот такие вот шарики. Круговыми движениями на ладони формирую шарики, они должны быть все одинакового размера. Посмотрите, как на видео. Вот если на углу можете увидеть, у меня стоит чашка, туда я налила немножечко буквально подсолнечного масла, потому что тесто оно липкое. Я немножечко беру подсолнечное масло на ладони, протираю ладонь подсолнечным маслом и дальше уже беру тесто. Так более удобнее, друзья, работать с тестом, поэтому делайте как я. Или, возможно, у вас есть какая-либо другая техника. В общем, можете применять свою технику и уже формировать вот такие вот шарики. Друзья, посмотрите, наши булочки и шарики я подготовила. Теперь сверху буду смазывать желтком, чтобы при приготовлении в духовке, чтобы они у меня подрумянились. Вот у меня
2 желтка, тут от 2 яиц. Опять-таки, повторюсь, белок я добавила в тесто, а желтки я использую для смазки. Друзья, один такой момент. Перед тем, как отправить булочки в духовку выпекаться, желательно, чтобы они 10 минут постояли. Таким образом, булочки, они должны чуточку еще подняться. Только после этого, через 10 минут, желательно отправлять уже в духовку. И включать духовку именно тогда, когда непосредственно поставите противень. В это время включайте духовку на 180 градусов и выпекаете наши булочки до золотистого оттенка, такого должен приобрести. Они, то есть, должны подрумяниться, наши булочки, друзья. Я вот отправляю в духовку уже. Друзья, посмотрите, у нас булочки, они уже готовы. Они получились такие вот красивые. У меня тут 20 булочек получилось. Посмотрите, они получаются мягкие. Вот такие вот. Примерно ушло мне 50 минут, чтобы они приготовились. Дальше сейчас будем уже непосредственно формировать наши бороды. Посмотрите, друзья, делаю такой надрез, посмотрите, не до конца. Нарезаю нашу булочку посередине вдоль и не до конца. Дальше внутрь я смазываю плавленным сыром. Можете, по желанию, это может быть и плавленый сыр, это может быть и сливочный какой-либо сыр. То есть тут ваша фантазия, ваше желание, как пожелаете. Таким сыром можно вообще даже маслом, если любите с маслом. Друзья, берем нашу булочку и будем класть в тарелку с сыром. У меня тут твердый сыр, можно использовать полутвердый, который я предварительно протерла через терку. Посмотрите, когда я кладу нашу булочку с плавленным сыром, плавленый сыр прилипается, поэтому создаются такие вот бороды. Дальше, друзья, берем вторую булочку. Опять-таки я сделала надрез, не до конца, еще раз повторюсь, не до конца. Дальше опять-таки делаю такие вот движения. И вторую булочку я буду окунать, буду делать ему бороду уже зеленым. Это у меня будет укроп. Я мелко порубила укроп. Можете использовать любую другую зелень. Мелко рубите зелень и туда окунаете нашу булочку. Вот таким вот образом. И получается у меня зеленые бороды. Дальше, друзья, я проделываю такие движения с каждой булочкой. В общем-то, у меня тут 20 булочек таких средних размеров. Можете варьировать размер. Если хотите поменьше булочки, можете готовить по своему желанию. Также один такой момент. Например, хотите сделать поменьше булочек, либо побольше. Опять-таки варьируйте рецепт. То есть можете делать с двойными порциями, да, ингредиенты, либо меньше, либо больше. И на свое усмотрение готовьте наши бородатые выпечки. Друзья, посмотрите, бородатые булочки у нас получились такие красивые, оригинальные на стол. Посмотрите, они выглядят очень даже прикольно, необычно, свежо, на лето в самый раз. Друзья, если понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие рецепты. Друзья, всем говорю приятного аппетита и до скорой встречи. Пока-пока.